Профессиональная деятельность Юлии Викторовны началась в 2000 году, сразу после окончания колледжа. Тогда ей предложили попробовать себя в дополнительном образовании. Упускать свой шанс она не стала и устроилась в Дворец детского и юношеского творчества города Мелеуз. Тогда Юлия Викторовна заняла должность педагога дополнительного образования. Под ее руководством с того времени и по сей день ведет свою работу городской клуб старшеклассников. Активисты школ района и города собираются вместе, чтобы построить план действий на учебный период времени. Каждый год проходит набор творческих и креативных ребят в школу молодого поколения. Юлия Викторовна, руководитель объединения, рада видеть в своей команде всех ребят, готовых развиваться и работать. Сюда хотят попасть как яркие воспитанники, желающие идти выше, так и застенчивые ребята, у которых талант прячется где-то внутри. Программа работы объединения начинается с тренингов на знакомство, сплочение, раскрытие своих способностей и талантов. И когда ребята чувствуют себя увереннее, они присоединяются к старшим и опытным товарищам. Вместе лидеры организовывают и проводят акции, мероприятия, концерты и праздники для ровесников своего города. Работа объединения построена так, что для каждого находится занятие на основе его увлечений и навыков. Кто-то мастерски справляется с ролью фотографа, кому-то нравится оказание волонтерской помощи, у кого-то получается правильно держать себя на сцене, а некоторые получают удовольствие от написания сценариев. В школу молодого поколения я попала путем того, что меня просто пригласили на какой-то фестиваль. Я сначала очень боялась туда поехать, потому что новые возможности, новые люди. Я узнала очень многое, и с этого вот началась моя жизнь. Все эти эмоции, все эти люди, все эти фестивали. В 2005 году Юлия Викторовна становится методистом детской общественной организации «Пионеры Башкортостана». В городе Мелеуз это направление получило особое место в жизни школьников. Каждый год организация пополняется почти 1000 первоклассников на торжественной линейке в честь дня рождения пионерии. Юные пионеры дают клятву перед своими товарищами. Им повязывают галстуки, после чего в торжественной обстановке происходит возложение цветов к вечному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 900 мальчишек и девчонок принимаются в детскую общественную организацию «Пионеры Башкортостана». Хорошо, что прошлое не забыто. Пусть это уже новая, современная организация, но все-таки мы пытаемся воспитать лидеров, активистов, патриотов нашей страны. Мы надеемся, что ребята вот на этом мероприятии понимают, для чего им повязывают галстуки и какие обязанности на них возлагаются после этого дня. Мы поздравляем всех активистов с этим замечательным праздником. Юных пионеров поздравляем и желаем только, чтобы в нашей стране были патриоты. Я Глоблина Даша. Сегодня я вступлю в пионеры. Обещаю учиться только на пятерке и давать пример для всех. Ну а самые энергичные и яркие ребята, лидеры организации, берут на себя ответственность за проведение всех праздников, акций, слетов, связанных с данным объединением. Каждый год воспитанники совершенствуют свои лидерские качества, посещая фестиваль «Пионеры третьего тысячелетия». Юлия Викторовна с первого года работы на этой должности вывозит свою команду на данный сбор, где ребята знакомятся с другими пионерами, проходят тренинги и обучение, реализовывают свои проекты. В 2015 году Юлия Викторовна заняла должность методиста по воспитательной работе, и круг ее обязанностей увеличился. Самым ответственным и сложным направлением в ее деятельности становится работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год для этих особенных деток проходят праздники и мероприятия, где все они объединяются вместе и весело проводят время. Одним из радостных событий последних лет стало открытие сенсорной комнаты. В ней моя мама индивидуально занимается с детьми, кому необходима эта помощь. Конечно, такая работа требовала дополнительного обучения, чтобы иметь разрешение на работу с такими детьми. Моя мама успешно закончила эти курсы и уже 2 года работает в сенсорной комнате. Мне нравится слушать ее рассказы о новых успехах в развитии моторики, речи и других способностей у детей. Все это она рассказывает с огоньком в глазах. Мне приятна мысль, что она делает что-то важное в этом мире,
а самое главное, что она получает удовольствие от этого. Каждое лето во Дворце детского и юношеского творчества открывает свои двери профильный лагерь дневного пребывания «Пионер». Воробьева Юлия Викторовна является начальником лагеря уже 7 лет. С каждым годом центр набирает все большую популярность и востребованность среди школьников района. Родители уже начинают с января месяца звонить и просить сообщать о появлении новых мест, так как заканчиваются они в первые 2 дня. В 2015 году Юлия Викторовна узнала о конкурсе «Лучший лагерь Республики Башкортостан» и решила принять в нем участие. Времени на подачу заявки оставалось мало, поэтому весь свой отпуск мама провела за компьютером, оформляя свой проект. Работа заняла 1 место в номинации «Лагеря дневного пребывания». Программа для лагеря разработана на основе программы детской общественной организации пионеров Башкортостана. Но у нас ребята в лагере не только являются пионерами и патриотами, но и также для них проводятся такие мероприятия, которые развивают у них физические возможности, развивают творческие способности. Для этого организуются мероприятия как творческие, так и спортивные. Это у нас бывают частые флешмобы, и эстафеты, и игры по станциям. И ежегодно уже практикуем любимую передачу «Голос дети», гавайскую вечеринку. В этом году запланирована пиратская вечеринка. Детям очень нравится. Чем же славится этот лагерь? Насыщенной и интересной программой, которая тесно связана с детской общественной организацией «Пионеры Башкортостана» и школой молодого поколения. Каждый день ребята посещают экскурсии, ходят в кино, музей, проводят спортивные и танцевальные соревнования, посещают тренинги и мастер-классы по интересам, ставят спектакли, показы мод и многое другое. А по традиции закрытие смены сопровождается фестивалем красок. С 2016 года Юлия Викторовна курирует российское движение школьников по Мелеузовскому району. Ее воспитанники участвуют в ежегодном конкурсе «Лидер 21 века» и занимают призовые места на республиканском этапе. В рамках РДШ школьники под руководством Юлии Викторовны пишут и защищают социальные проекты, посещают республиканские слеты и участвуют в российских конкурсах. За всю свою профессиональную деятельность Юлия Викторовна успела собрать и подготовить 6 команд КВН на республиканский конкурс по ПДД «Безопасная дорога детства». Ребята всегда занимали призовые места, а одна из команд взяла гран-при и посетила столицу России, чтобы познакомиться с Александром Масляковым и посмотреть игру юниор-лиги в Доме КВН. Еще одно из увлечений нашей героини – это деятельность в женсовете города Мелеуз. Она, являясь активисткой, регулярно посещает приюты, детский дом, отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и проводит акции и праздники для этих мест пребывания. Можно бесконечно перечислять сферы общественной жизни, в которых Юлия Викторовна активно себя проявляет. Все это не остается без внимания администрации нашего города. Ежегодно ее портфолио пополняется наградами и достижениями.